Восточного Туркестана поступила очередная печальная новость. В китайской тюрьме в возрасте 56 лет скончался Мухаммед Амин Юнус, задержанный в ноябре 2014 года. Информацией о смерти имама поделился его сын, проживающий в Канаде. Покойный Мухаммед Амин являлся известным религиозным деятелем уйгурского региона. Впервые его арестовали в 2014 году в городе Кульджа. 25 октября 2015 года имама освободили. 3 февраля 2016 года его снова задержали. В этот раз имама забрали из его дома, расположенного в районе Гума провинции Хатан. После задержания от Мухаммеда Амина не поступало никаких новостей. В столице Бельгии прошел протест против беззакония Коммунистической партии Китая в уйгурском регионе. Протест, организованный обществом бельгийских уйгуров и турецкими неправительственными организациями в районе Центрального железнодорожного вокзала, был посвящен 11-й годовщине урумчинских событий. Около 300 человек несли плакаты с надписью «Свободу уйгурам», «Остановите геноцид» и «Закройте лагеря перевоспитания». В ходе протеста участники акции осветили вопрос лагерей перевоспитания, в которых содержится свыше 3 миллионов уйгуров и других тюрков на французском, английском и голландском языках. Отметив, что Коммунистическая партия Китая старается всячески скрыть свои преступления, протестующие заявили, что лагеря перевоспитания являются грубым нарушением прав человека. Министр иностранных дел США Майк Помпео сообщил о введении запрета на выдачу виз и отказе в допуске на территорию США в отношении сотрудников китайских технологических компаний, сотрудничающих с правительствами, которые замешаны в нарушении прав человека. Помпео подчеркнул, что запрет коснется некоторых сотрудников корпорации Huawei, которая является главным помощником Коммунистической партии Китая по вопросу тотального контроля населения уйгурского региона, устранения политических оппонентов и наблюдения за узниками концентрационных лагерей. Некоторые из сотрудников корпорации поставляют китайскому режиму материалы и технологии. Все компании, которые специализируются на производстве технологий, должны понимать, что сотрудничество с Huawei и подобными корпорациями является участием в нарушении прав человека, заявил Помпео. Оценивая внешнюю политику, оборону и безопасность Англии, министр обороны Бен Валлис отметил, что предпримет необходимые шаги для борьбы с Российской Федерацией и Китаем, которые, по его словам, угрожают миру в космическом пространстве. Sunday Telegraph приводит статью Валлиса, который пишет, что Россия провела испытания ракеты, установленной на одном из спутников, что является угрозой для мирного использования космоса и безопасности Англии. Отметив, что и Китай разрабатывает вооружение для космических атак, Валлис заявил, что Англия должна пересмотреть свою политику в отношении Российской Федерации и Китая. В свою очередь, газета Mail сообщила, что в воскресенье Борис Джонсон пересмотрит закон о предательстве и шпионаже, а также закон о секретных данных. В КНДР был зафиксирован первый случай коронавируса. Пхеньян объявил о введении карантина в городе Кайсон. Официальное информационное агентство страны сообщило, что COVID-19 был зарегистрирован у жителя Южной Кореи, который незаконно перебрался в КНДР. Лидер Северной Кореи созвал партийный комитет на экстренное совещание по данному вопросу. С другой стороны, Лондон, который исключил Испанию из списка безопасных стран, сообщил, что отсутствие жестких мер приведет к повторной вспышке эпидемии. Отметив, что правительство приняло решение исключить Испанию из стран, граждане которых не обязаны проходить двухнедельный карантин, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предупредил об опасности второй волны COVID-19.